В России две известные столицы. Одна Москва, столица России, другая Воркута, столица мира. Так получилось, что мой друг, гармонист Владимир Трошев, побывал в Воркуте. Я, этноблогер Генрих Немчинов, ощутился в Москве. Мы решили сравнить две столицы в этом выпуске. Приятного просмотра! Стоит сравнивать наши столицы с датой, когда они стали городами. Много веков, а может и тысячелетий, территория большеземельской тундры была заселена родовыми группами ненцев. Ненцы – это народ России, многие их называют старинными жителями Севера. В 1930 году между реками Воркута и Уса нашли угольное месторождение. Север семимильными шагами стал развиваться. Сюда начали переезжать люди, чтобы работать. В 1943 году Воркута официально начинает называться городом. А вот с годом основания Москвы ученые до сих пор спорят. Одни говорят, что это было в 1147 году, другие считают правильным 880 год нашей эры. Я думаю, можно собрать метровую шкатулку, куда бы поместились все предания и легенды об основании нашей с вами столицы. Увы, точно знать мы не можем. Так, всем доброе утро. Пока Генрих находится в Москве и гуляет по Москва-Сити, я в Мигуне, только приехал, буду садиться в поезд. Еду в Воркуту. Володя? Все, есть контакт тоже. Так, вот такой у нас купе. Едем в Воркуту с комфортом. Даже фонарик есть. Я с Кирова как бы один ехал до Кирова. Даже полочки закрываются. В Воркуте еще видится снег, видите. Нету деревьев. Красота. Воркута, как сказал уже ранее, находится в большеземельской тундре. Климат города субарктический. Москва расположена в центральной части восточноевропейской равнины. Климат Москвы умеренно континентальный. От разного климата стоит понимать, что и почва отличается. В Воркуте строения имеют максимум 5 этажов. Максимум 5 этажей. В Москве же, не считая симпатичный центр и частные дома, ниже 9-этажных зданий строений нет. Население Москвы, согласно данным Росстата от 29 апреля 2022 года, составляет 12 миллионов 635 тысяч 466 человек. Ну конечно будут строить гигантские дома. Столько людей ведь куда-то нужно селить. А загруженности на дорогах в Москве в час пик, мама не горюй. Пробки и только. А вот в Воркуте улицы свободные. Едь не хочу. Ну и проживают там 52 тысячи человек по данным на 21 год. Вот на этой машине мы едем. Это у вас на балансе управления культуры? Да? Чего? На балансе управления культуры машина? Конечно. О, ничего себе. Ну, 30 с чем-то лет. 30 лет. А куда вещи? А вещи куда? С собой? Вещи с собой. Вещи с собой. Ладно. Пришли в гостиницу Горняк. Ишом Перыч Мортлен Туйкерка. В гостиницу заползаем. Вот тут такие апартаменты. Здравствуйте. Такая гостиница. И вот такой вид с окна. Здесь больница детская. Была, говорит, взрослая, стала детская. А там какой-то разваленный дом. Вот где вы заезжали, там очень много было заброшенных домов. Прям целая улица, детский сад, школа. Вот такая маленькая комнатка. Очень симпатичная. Телевизор, холодильник. Очень комфортная. Такая кроватка. Пол очень такой тепленький, чем-то постельный. Там он душ, фен, есть шампунь. Не, тут с аркой. Так. Владимир, вот это, конечно, что-то вообще. Вот такая вторая комната в красном цвете таком. Красный и тут зеленый. Ну а меня в Москве поселили в отеле Hilton Garden Inn на 5 этаже. И кажется, Вовин номер в Воркуте был намного просторнее. По сравнению с Воркутой в Москве есть выбор, на чем передвигаться. Кто-то ездит на дорогих Роллс-Ройсах, на Меринах, на Феррари, на Ламборджини. Я иногда ездил на такси, но чаще всего под землей в метро. Вот и, друзья, мы приехали на Красную площадь.
Там наш знакомый Кирилл Сафронов раздает всем бейджи. Видел он? Вижу Генриха. Николаев. Вот тут стоят шатры Республики России. Я как понимаю, тут каждый представитель из своей республики продает литературу, сувениры, детские книги, маски, их истории называются. Дизайнер прикольно придумал, нарисовал. Вот один шатер, раз, два шатер, три шатер, там еще за этим 4. И людей сколько, все хотят читать, покупают книги, развиваются. Нашлось время погулять около храма Василия Блаженного. Посмотрите, как будто он вылеплен из пластилина, либо выпечен как пряник. Добрались до ресторана 60, 242 метра, 62 этаж. Вся Москва видна, небо над нами. Вот такой большой тарелкой принесли мороженое, а это называется пудинг. Там люди. Огромное количество ресторанов и точек развлечения в Москве, это, конечно, хорошо. Но меня, как деревенского сельского жителя, московская суета-движуха вымотала быстро. И мы стали искать место уединиться. И, конечно, нашли. Пошли в парк. Как раз тогда еще цвела яблоня. Полюбовались красотой яблони, фотографировались, а потом пошли на Патриаршие пруды. И передо мной мальчик Кирилл поймал щуку. Я очень был удивлен. Думал, что в городских прудах рыба не живет. Только что поймали рыбу на Патриарших. Фотографируют. Люди тоже дивятся. Давайте ролик засниму. И потом я тебе на телефон сфоткаю. У тебя какая трофейная щука? У меня 2800. 2800. Здесь. Здесь? Да. Это она, да? Да. А-а. Ты так балуешься, получается? Ну, получается, да. Угу. Лебедь на пруду. Вообще не реагирует. Гордые. А какой парк посетил Вова? Узнаем. Мы сели в автобус. Тут, оказывается, нельзя платить карточкой. Но добрые люди нашлись. Дали 20 рублей. И вот мы едем в автобусе. Спасибо. Это городской бульвар, расположен весной 1945 года. Точнее, конечно. Тут без комментариев. Очень жаль, что вот парк, который когда-то был посвящен победе, сейчас находится в таком плачевном состоянии. Хороших мест очень много в Воркуте. Симпатичных, красивых, с колоннами, очень здоровские здания. Проанализировав Вовин влог, я понял, что в Воркуте есть как ухоженные здания, так и, по коме скажу, кищем заброшки, разваленные заброшки. Почему такие вот комплексы есть, где уже никто не живет, прямо вот так все заброшено. А вот про дворец культуры так не скажешь. Вполне симпатичное здание с классным ремонтом. В Москве заброшенных зданий меньше, на то это и столица. В Москве я посетил Римско-католический собор непорочного зачатия Девы Марии. Собор выполнен в антиготическом стиле. Внутри как раз проходило католическое богослужение. Мне очень зашла их молитва, песни, которые пел священник. На этом материал с наших поездок закончен. В заключение ролика хочу сказать. Неважно, где ты родился, в дыре, либо в элитной столице, всегда есть возможность уехать, либо собраться силами и стать вкладом для своей родины. С вами был Генрих Немчинов, коми-этноблогер. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Бомбим! Уа-ха-ха!